Наталья Тарасовна, вы будете выступающим, вам нужно зайти под своим аккаунтом. Вы зашли просто как гость. Вам нужно зайти под аккаунтом Наталья Тарасовна, чтобы быть модератором в этом вебинаре. Мария, я вас сейчас, ваше видео видел. Нажмите просто на круглый значок камеры и один раз нажмите, и все, там он включит и видео, и камеру. Хорошо. Так, теперь скажите, пожалуйста, про рабочий стол. Я спокойно могу его, да, вот? Тут немножко отличается. Вы хотите показ за рабочего стола сделать, Да, да? рабочий стол и Google мне нужно будет. Угу. Нажмите рабочий стол. Так, сейчас подождите. Ой, у меня ушло то, что мне надо было, ну ладно. Так, я закрываю предыдущую, да? Да-да. Ага, сейчас я закрою, чтобы мне лишнее не мешало. Алло. Сейчас, извините, я Да? другим участникам говорю, сейчас я через минуту подключусь обратно. Угу, хорошо.
Мария, вы меня слышите? Я пока ваш экран не вижу. У вас получилось показать экран? Так, а почему-то я вас не слышу теперь. Да, почему-то я вас слышал до этого, а теперь не слышу. Сейчас почему-то у вас выключился микрофон. Теперь сами разбираться. Вы меня слышите? Мария. Ага, вот, Мария, я ваш рабочий стол вижу. Только почему-то я не слышу вас. Какая-то проблема с микрофоном, видимо. Сейчас. Вот, не-не-не, дополнительно. Да-да, настройки нажмите. Давайте выберем микрофон. Ниже вот микрофон selection. Ага, по умолчанию верхний выберите, пожалуйста. Так, скажите что-нибудь. Нет, к сожалению, почему-то был звук и пропал куда-то. Так, может, у вас какой-то антивирус стоит, который блокирует? Давайте попробуем другой, да. Да. Скажите, нет, опять не слышно. Странно. Так, давайте, вот где сверху proofme написано .com, нажмите на замочек. Выше, выше, выше. Ага. Настройки сайтов. Ну да, вот флеш, вот это разрешить надо нажать. И флеш тоже разрешить. Не-не, разрешить. Угу. И попробуйте, да, сейчас страничку перезапустить и выйти еще раз на связь попробуйте. Угу. Перезапустить нажмите. Так, скажите что-нибудь. Да нет, куда-то пропал звук. Очень странно. Так, может быть, у вас какие-то еще приложения запущены, которые могут использовать микрофон и не дают его сюда? Skype там или что-нибудь такое может быть запущено? Нет? Давайте попробуем просто закрыть браузер и по новой зайти. Может быть, просто какой-то глюк. Мария, я вас, к сожалению, не слышу. Я вижу, что вы что-то говорите, но я, к сожалению, вас не слышу. Попробуйте заново зайти. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Мгм. К сожалению, все равно почему-то нет звука. Очень странно. Только что был звук. Нет, я не слышу вас, да. Нет, нет, там отдельная кнопка микрофона, не, она просто включает микрофон без видео. Мгм. Так, ладно, Мария, сейчас я вам позвоню на телефон, попробуем разобраться.
Вот, вроде бы идет, да? Ну-ка, посмотрите. Так, все, да, тогда я оставляю камеру эту вот. Угу. Хорошо, открывайте. Мгм. Александровна, мы вас хорошо видим и слышим, можно уже начинать вебинар. Алло, меня слышно? Да-да-да, вас хорошо видно и слышно, можно Хорошо, начинать. да. Ну что, начнем? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Приятно всех вас видеть и приятно быть вместе с вами. Ну что же, начнем сегодня нашу работу. Сегодняшнее собрание Республиканского методического объединения посвящено достаточно важной теме. Мы постараемся осветить некоторые вопросы, связанные с темой организации дистанционного обучения. Очень будем ждать от вас вопросов, которые вы можете забросить в форум, либо написать на электронную почту нам, на которые постараемся обязательно ответить, но единственное, что, наверное, не в этом собрании, в следующем собрании, либо отдельно подготовим какой-то документ, потому что мы подготовили большую информацию, огромную, и просто будет очень затянутое собрание. В связи со сложившейся ситуацией в стране и в мире образовательные организации были вынуждены, как вы уже попробовали это все на своих плечах, перенести образовательный процесс в новый, необычный для всех участников формат. К такой ситуации, конечно, не были никто готовы, ни родители, ни учителя, ни администрация, никто, ни дети, тем более, потому что они у нас достаточно маленькие, начальная школа. Ну и, конечно же, надо учитывать то, что в данной ситуации образовательные организации региона оказались не в равных условиях. К сожалению, что в некоторых, нужно отметить, что в некоторых школах и районах Республики Коми работа системы интернет не соответствовала нашим желаниям. То есть это было, зависали все возможные наши действия, мы не могли выйти на общение с детьми, и приходилось прибегать к тем возможным формам работы с детьми, чтобы не прекратить образовательный процесс. Но технологии обновляются, в связи с чем и обновляется сам подход и условия обучения, поэтому будем смотреть вперед, готовиться, чтобы никакие изменения обстановки не смогли нас застать врасплох и помешать в будущем реализовывать образовательный процесс. Начну свой разговор с общих вопросов, то есть, так скажем, подготовлю некоторую почву.
И в самом начале немного хочется сегодня поговорить о новой терминологии, которая стала очень активно использоваться всем педагогическим сообществом, стала очень актуальной вдруг в одночасье среди учителей, ну и среди родителей, и среди детей. 9 апреля заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко обратился к педагогическому сообществу с рекомендацией об организации дистанционного обучения. Он сказал, нам нельзя сделать имитацию дистанционного обучения. Там, где эта имитация происходит, лучше пересмотреть учебный план. И эта возможность у образовательных организаций есть. Не надо симулировать дистанционное обучение, нужно его организовывать. Если сегодня не способна образовательная организация или конкретный учитель, то надо перераспределить эти темы на следующий учебный год. Понятно, что заместитель министра имел в виду и проблему организации дистанционного обучения, и его нормативно-правовое сопровождение, и методическое сопровождение, но еще он имел в виду и позицию самих учителей к дистанционному обучению, их отношения. Сегодня мы с вами не будем затрагивать вопросы именно организационного характера, а поговорим о самом дистанционном обучении, что это такое, вообще познакомимся, и начнем именно с терминологии. Вот предлагаю обратиться вам вместе, да, с вами к словарям, к толковым, да, как они нам дают толкование того или иного термина, связанного с дистанционным обучением. Итак, дистанционное обучение – это обучение с применением современных технологий без непосредственного присутствия ученика. Вот я выделила прямо красным, да, цветом, потом текст обязательно будет приложен к программе вебинара, и вы сможете еще раз просмотреть программу вебинара в видеозале Института развития образования, либо пройдя по ссылке этого вебинара, ну и, естественно, познакомиться со всеми документами, которые будут приложены. Значит, следующее определение. Обучающая система с использованием ЭВМ как средство хранения и доставки пакета учебной информации пользователю в режиме самостоятельного доступа, без преподавателя или с меньшей долей его участия. Дистанционное обучение – это совокупность современных педагогических компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств, например, интернет, обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными консультациями у преподавателей. И еще одно приведу определение. Это процесс обучения, протекающий без постоянного прямого контакта между педагогами и субъектом учебной деятельности. Понятно, что, да, исходя из всех этих определений, настолько сложных сами по себе, они очень сложно звучат, мы можем сделать вывод о том, насколько тяжело нам самим их воспринять, эти технологии, и насколько тяжело было нашим малышам. Ход обучения определяется и корректируется на основе письменных контрольных работ, которые после проверки отсылаются исполнителю с комментариями, замечаниями, советами педагога. И мы понимаем, что мы сами через это прошли, когда, допустим, учились заочно, да, где-то проходили курсы и так далее. Насколько это сложно сам организовать свой труд и насколько сложно, не видя преподавателя, общаться письменно с ним. Анализируя все толкования термина дистанционное обучение, приходим к выводу, что во всех определениях четко прослеживается определение данной формы как процесса обучения без непосредственного контакта учащегося и учителя. Если соотнести с психолого-педагогическими особенностями развития младшего школьника данную особенность построения этой формы обучения, то необходимо отметить, что младший школьник не способен качественно обучаться в таком формате. Обратимся к разработкам Галины Анатольевны Цукерман. Она утверждает, что человек, владеющий учебной самостоятельностью, способен преобразовывать известные ему способы действия и искать новые способы при решении новых типов задач, используя предоставляемые человеческой культурой ресурсы. Под учебной самостоятельностью она понимает умение учиться, в состав которого наряду с рефлексивными входят и продуктивные действия. Галина Цукерман под самостоятельностью школьника понимает его умение ставить перед собой определенные учебные задачи, а также решать их без внешнего побуждения и не опираясь на помощь взрослых. И вот здесь как раз, да, мы встречаем достаточно сложную ситуацию, потому что особенно относительно первых, вторых, третьих классов, когда дети еще абсолютно не умеют самостоятельно организовывать свой труд. И хорошо, что в этот момент во многих семьях оказались родители дома, которые были правой рукой, помощником учителю. Без нахождения родителей, конечно, без помощи родителей было бы очень сложно справиться, особенно малышам, совсем маленьким.
Таким образом, подведя итог вышесказанному, обозначим, что самостоятельность ребенка подразумевает наличие у него таких качеств, как инициатива, познавательная активность, творческая направленность личности, способность ставить перед собой цели, первоначально планировать деятельность. Конечно же, многие учащиеся младших классов не соответствуют описанному портрету участника дистанционного обучения. Вот и получается, что в данном случае мы не работаем в дистанционном обучении, а имитируем его, что, конечно же, не является эффективной формой обучения и не может дать достаточно высоких результатов. Что же в этом случае необходимо сделать? Ну, во-первых, да, раз мы оказались в такой ситуации, в неравных абсолютно, тогда мы должны просто вот эту проблему не упускать, на самотек не пускать, а решать ее в предстоящее, наверное, время. Будет какой-то, да, момент до того, как мы выйдем в отпуск, перед 1 сентября. Во-первых, необходимо внести коррекции в учебные программы следующего года обучения обязательно, потому что то, что дети самостоятельно у нас обучались, мы не можем говорить о том, что это очень на высоком уровне все пройдено, изучено. Необходимо усилить первый этап обучения, то есть часть учебного предмета, отводимую на повторение предыдущего курса. В данном случае эта часть будет не столько повторению, сколько коррекцией знаний в предмете. То есть в этом будет состоять как раз коррекция программы. Велика вероятность того, что не хватит и этого времени, все зависит от готовности детей, что необходимо будет данный этап увеличить за счет часов, отводимых на обобщение изученного материала. То есть в течение года где-то вот сузить обобщающие уроки прямо до минимума и время забрать на коррекцию программы. Благо, что мы сейчас это имеем право делать. Конечно, необходимо будет серьезно подойти к вопросу преемственности и пересмотреть систему работы учителей 4 и 5 классов. Возможно, будет необходимо активное участие в коррекции программного материала 5 классов учителей начальной школы, потому что детки перейдут на 5 класс, так скажем, с вопросительным знаком подготовки за 4-ю четверть. Следующая форма – онлайн-обучение, и такой термин тоже существует. Приведу несколько примеров определения этой формы. Онлайн-обучение – это обучение знаний при помощи компьютера или другого технического средства, подключенного к сети интернет. Это обучение в режиме здесь и сейчас, опосредованное соединением. Такой формат появился в сфере дистанционного обучения и стал его логическим продолжением с развитием сети интернет и цифровых технологий. Видеозаписи лекций появлялись в сети еще в конце 90-х годов, но по-настоящему популярными они стали после 2010 года. И с тех пор онлайн-курсы стали не просто средством получения знаний и сдачи экзаменов онлайн, но и своеобразным каналом для прямой связи учителя и ученика. То, что вам сегодня продемонстрируют наши коллеги. Онлайн-обучение позволяет учащимся полностью погрузиться в образовательную среду, смотреть, слушать занятия, выполнять задания, консультироваться с учителями и общаться с такими же учениками благодаря подключению к сети. В одной смысловой связке с онлайн-обучением употребляют слова и словосочетания, например, электронное обучение. Они указывают на возможность учащегося получать знания в разных форматах: аудио, видео, текст с гиперссылками, инфографики, программы, игры и так далее. И понятно, что для этого должно быть очень хорошее техническое оснащение. Хорошо, если мы работаем в городе. И представьте себе маленькая деревня, которая далеко, да, отдалена от школы, где дети ездили на автобусе в школу для того, чтобы обучаться. Понятно, что у них вот такой возможности нет. И такого формата обучения тоже нет возможности организовать. Но тем не менее, даже несмотря на то, что городские школы, имея очень хорошее техническое, достаточно хорошее техническое оснащение, причем и семьи, и, наверное, небольшое количество семей, которые не могли себе позволить иметь компьютер для того, чтобы детки занимались. Тем не менее, прибегли к первой форме обучения, когда мы даем задания дети выполняют, присылают, мы проверяем и снова обращаемся к ним со следующим заданием. Конечно же, вторая форма, она выгоднее. И чем она выгоднее? Прежде всего, конечно, мотивацией. А мотивирующим здесь и работает сам учитель. Для ребенка в отдалении, когда ему нельзя выходить из дома, когда ему нельзя приходить в любимую школу, общаться со своими одноклассниками, появление учителя в эфире настолько мотивирует к обучению, к познанию. Поэтому, конечно же, здесь играет очень большую роль сам учитель вот в этой форме обучения. И сегодня наши коллеги покажут вам, как они
успели все обустроить за это время, да, как они вышли из ситуации, сколько было апробаций различных, сколько всего они поизучали, вместе с тем повысили свою квалификацию, да, вот в этой области. Ну и в приложенной презентации я перечислила несколько порталов, куда вы можете выйти, несколько порталов, несколько сайтов, которые вы можете сами уже самостоятельно поизучать и посмотреть возможности этих порталов, если вдруг у вас нет такой возможности, как организовать вторую форму обучения, онлайн-обучения. Поэтому сейчас я их просто перебирать не буду и сразу перейду к следующему вопросу, который у нас сегодня стоит, чтобы не затягивать, да, к следующему вопросу. Это планирование работы Республиканского методического объединения. Немного совсем остановлюсь на этом. Хочу сказать, что вот все перечисленные ресурсы и многие другие, конечно, несомненно, дают возможность сохранить живое общение учителя с учеником, обеспечить непрерывность образовательного процесса, обеспечить мотивацию к учению, но к этому должен быть готов учитель. И понятно, что Республиканское методическое объединение берет на себя эту ношу, потому что дело очень серьезное, дело очень большое, и на следующий год мы ставим перед собой очень важную, нужную, необходимую задачу создать банк видеоуроков силами учителей начальных классов Республики Коми. У нас северные города, вообще Северная Республика. Очень часто бывают такие ситуации, не только которые связаны с нынешней ситуацией, с коронавирусом, но и с ситуацией, когда у нас актированные дни, когда у нас детки долго гриппуют. У нас есть дети, которые уезжают надолго на соревнования, да, им тоже необходимо каким-то образом продолжать обучение, не прерываясь. Поэтому будем организовывать, собирать банк видеоуроков. И я всех учителей и члены Республиканского методического объединения, члены Совета Республиканского методического объединения призываем учителей к участию в создании этого банка. Ну вот с одной стороны, это будет неплохое подспорье учителям в рамках подготовки и организации уроков в дистанционном формате, особенно те, кто находится в отдалении учителя, не могут вот так запросто выйти в интернет и воспользоваться ресурсами. Ну и с другой стороны, это трансляция педагогического опыта на уровне республики. Это большой плюс в рамках аттестации. Далее обращаем ваше внимание на то, что на портале «Открытое образование Республики Коми» открыта страница Республиканского методического объединения учителей начальных классов, где продолжается регистрация тех, кто еще не зарегистрировал себя, где указаны данные руководителей Республиканского методического объединения, в том числе и электронные адреса. И туда можно будет направить видеозапись урока, ну или ссылку на видеозапись. Мы будем, понятно, что отслеживать критерии, в ближайшее время отработаем критерии оформления, представления видеозаписи уроков и представим их на страничке РМО в новостной ленте, чтобы вы могли познакомиться и отработать свою видеозапись достойно. Перед Республиканским методическим объединением на следующий год стоит еще одна очень важная задача. Это, так скажем, наверное, участие в создании программы повышения квалификации для учителей начальных классов по обучению дистанционному образованию. По дистанционному образованию. Мы постараемся содействовать созданию данной программы, постараемся наладить связи с теми учителями, которые на сегодняшний день могут поделиться опытом в организации дистанционного обучения школьников и привлечь таких учителей к реализации программы в практической части. Понятно, что эта программа должна быть очная, потому что заочно научиться очень сложно. Поэтому вот как-то будем, может быть, мини такие курсы по 18 часов на 3 дня делать. Не могу не остановиться еще на одном вопросе, который будет включен в планы работы Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Это вопрос качества образования. Данный вопрос мы планируем рассматривать через призму критериев комплексной деятельности учителя с учетом требований профессионального стандарта. И на сегодняшний день мы понимаем, что испытываем дефицит знаний в области проектирования современного урока, в области грамотного анализа оценки качества обучения, в области проектирования индивидуальной траектории развития младшего школьника. И это буквально лежит, эти все проблемы, они лежат на поверхности, когда мы начинаем оценивать аттестационные материалы, то есть когда знакомиться. Поэтому эти и многие другие вопросы, связанные с качеством обучения, будут выноситься на обсуждение собрания Республиканского методического объединения учителей начальных классов в следующем году. Как мы уже делали год назад, когда приглашали наших коллег из аттестационной, из Центра аттестации Коми Республиканского института развития образования, когда мы приглашали педагогов из педагогического института университета нынешнего. То
то есть будем очень плотно сотрудничать. Ну и также ждем ваших заявок на выступления, которые вы можете прислать на адреса руководителей Республиканских методического объединения, и ждем ваших методических разработок в рамках обобщения опыта на уровне республики. Они будут размещены на портале «Открытое образование». Ну что же, по завершению учебного года всему педагогическому сообществу предстоит сделать глубокий анализ по результатам обучения в дистанционной форме. Ну и очень хочется, чтобы вы, опираясь на методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего образования, сделали какие-то выводы, да, которые будут основой для внесения коррекции в учебные программы на следующий учебный год. Я вам желаю хорошо отдохнуть и с 1 сентября приступить к работе, наверное, так же, как обычно, к обычной работе за учительским столом возле школьной доски. А сейчас я слово передаю Ячменевой Марии Александровне, учитель начальных классов школы номер 38 города Сыктывкара, с выступлением использования информационных сервисов для проведения видеоконференции, онлайн-встреч дистанционного обучения школьников. После нее выступит Маркова Наталья Тарасовна, учитель начальных классов номер 36 города Сыктывкара. Она раскроет тему подготовка и проведение дистанционного урока средствами Zoom. Ну и далее мы вам предложим запись видеоролик выступления Шуктомовой Жанны Николаевны, учитель начальных классов Русской гимназии города Сыктывкара, использование средств Skype в дистанционном обучении младших школьников. И хочу сказать о том, что, конечно же, за сегодняшнее собрание мы не сможем открыть вам Европу, не сможем достаточно много дать вам информации, поэтому следите за новостями, мы будем обязательно разрабатывать программу и очень многое будем освещать в собраниях в следующем году, ну и в этой программе повышения квалификации. Спасибо за внимание. Мария Александровна, пожалуйста, вам слово. Так, все. Добрый день, коллеги. Приветствую вас на вебинаре. И я расскажу вам о том, как проходило в моем классе дистанционное обучение онлайн, с помощью каких информационных сервисов и что понадобилось для этого. Во-первых, хочется сразу сказать, что мы приступили к дистанционному обучению. Так, мне надо, я открыла, может быть, не совсем правильно, мне нужно удостовериться, видно было или нет, мне нужно просто знать. Так, какая-то обратная связь, чтобы мне понимать, меня видно или нет. Ой, говорю я или нет. Должно быть хорошо. Все хорошо, отлично. Итак, так получилось. Все хорошо. Итак, так получилось, что когда объявили пандемию и дистанционное обучение, мой класс уже был до этого буквально за неделю тоже на карантине. Соответственно, мы неделю не учились до этого, и понимая ситуацию, что неизвестно, сколько мы не придем в школу, надо было что-то делать. Поэтому мы стали активно искать, и уже в марте, до того, как были последние каникулы, мы уже вышли в онлайн-обучение. Сначала мы начинали со скайпа, использовали несколько различных платформ, но остановились мы на Zoom, как и многие. Почему? Об этом я расскажу чуть позже. Но сначала для чего, как это все мы делали. Никогда раньше ВКонтакте я в соцсетях не участвовала в группах с родителями. Ну, вот такой был у меня запрет, потому что у нас есть маленькая страна у нашей школы, специальный сайт для детей и родителей, где мы освещаем информацию. Ну и по многим другим причинам, по личным. Но в этот раз необходимо было обязательно создать быструю оперативную связь, поэтому ВКонтакте я создала вместе с родителями, очень быстро за один день создали беседу. Создание беседы в соцсети – это было первое, что мы сделали. И папы, и бабушки, потому что некоторых детей увезли к бабушкам, не все родители могли оставаться дома. И в соцсети, в беседе мы обсуждали наши проблемы. У кого есть какая аппаратура, да, какая техника есть.
кто чем может поделиться. То есть мы сразу как-то дружно за это все взялись. Вот. Затем у нас был сайт уже давно, много лет. У нас в школе работает сайт со страницей для детей, без рекламы какой-либо, в Google созданный, для того, чтобы детям было удобнее. Там больше можно развернуть, показать, поставить сразу. Это тоже сразу было объяснено, что мы снова из сетевого, не только в сетевой дневник смотрим, но можно обращаться за информацией и к нашему сайту. Для чего нужна была еще беседа? Для того, чтобы мы пробовали вместе все способы общения. То есть в скайпе, в каких-то других платформах они тоже были. Мы даже покупали одну платформу пробную, да. Но в результате все равно сбои, потому что сами знаете, что такое интернет. И когда все бросились, многие бросились, да, пробовать онлайн-уроки, какие-то передачи, различные информации, да, то интернет часто давал сбои. Поэтому мы с родителями выяснили некоторые вещи. Пока мы тестировали, вот на пункт 4, посмотрите, тренировочные встречи. У нас было 2 недели каникулы, их продлевали. Поэтому мы с родителями, с детьми создавали тренировочные встречи. Мы выяснили, что рано утром, в 8 утра, как дети, как родители когда-то мечтали, в первую смену, учимся мы во вторую, самое удобное время было проводить уроки. Все 26 человек, в 8 утра, ну, бывало с опозданием, очень хорошо заходили, и мы работали. Если по какой-то причине у ребенка был сбой с компьютером, да, вот говорили уже об этом, что все-таки наша техника, наш интернет еще не настолько хорош, чтобы все это сделать, да, полностью, 100%. Поэтому в той же беседе, почему я сказала, именно беседа нам была нужна, я выкладывала, записывала уроки, если я видела, что не все, например, 1-2, одного-двух детей нет, по какой-то причине, выкладывала записи урока, чтобы ребенок не остался без урока. Эти все уроки они просматривали и выполняли задания вместе с детьми, потому что вот пока даже дети, вы сами знаете, в уроке мы что-то рассказываем, они говорят, они ведь методом проб и ошибок к этому идут. Не написать просто, что вот так-то, так-то надо сделать, а не без ошибки какой-то, да, один ошибся, другой ошибся, в конце концов мы пришли, отработали какой-то навык, это очень важно, даже если мы просто будем смотреть. У родителей, конечно, сначала были, ну, я думаю, что у всех было это, как у мам, да, как мы с вами, мамы, папы, что ну как, вот нет у нас таких условий, что мы будем делать? У меня тоже у одних родителей в одной семье постоянно были проблемы, там то антивирусник не пускал, то еще что-то. Вот как только стали мы выкладывать вот эти записи, да, все, спокойствие полное. Ну, ничего страшного нет в том, что мы это записали, даже если где-то мы ошибаемся, я сразу говорю, ну, вдруг что-то там, я как учитель, ну, просто к этому надо быть готовым, да, мы где-то там остановились, какой-то где-то надо поправить ребенка, ну, спокойно к этому, просто себя настроить, потому что мы тоже можем ошибаться. Это не открытые уроки, это просто мы делаем для того, чтобы отработать какой-то материал, это необходимо детям. И нам это необходимо в первую очередь, потому что мы их встретим после этого дистанционного обучения и увидим, чему они научились. Родители все равно, они не знают, как учить детей. В большинстве своем, даже педагоги, у меня есть знакомые, кто со мной учился, но не стал учителем, они давно забыли эту методику. Да, методика приходит в процессе работы, мы на детях ее оттачиваем. Мы понимаем, как это вот 2 + 2 сложи, а родители, они не понимают. Поэтому, конечно, в семьях начинаются ссоры. Я постаралась сделать так, чтобы родители минимально касались того, чтобы отправлять мне работы. В Zoom есть прекрасная... Так, сейчас я выйду. Прекрасная вещь, как чат. Мне очень нравится он, потому что чат можно использовать для того, чтобы... Так, подождите минутку. Для того, что он записывается. Когда вы записываете урок, он точно так же... Ага, все повисло. Угу. Так, когда вы работаете... Сейчас я покажу. У вас будет... Попробуем. Сохраняться видео в отдельной папке. Закрываем. В отдельной папке, и там же сохраняется чат. То есть
все, что писали вам дети, сейчас я закрою доступ и попробую поменять. Хорошо, файл мне нужно другой показать. Чат сохраняется, и вы можете, ага, хорошо, и вы можете после урока спокойно открывайте, сейчас попробую вам показать этот чат, чтобы он был, нет, мне презентацию надо, и видите, какой ребенок сколько ошибок сделал. Нет, не надо. Так, к сожалению, не могу показать. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу вас познакомить, как мы... Так, подождите. Нет, это, наверное, я не туда нажала, да? Угу. Так, и в чате сохраняются все ответы детей. Кроме этого... Ну, придется так сделать, как оно было, пока загружается. Я спокойно выставляю отметки, и родители не связаны с тем, чтобы отправлять и фотографировать мне какие-либо работы детей. То есть они от этого свободны. Кроме этого, очень удобно использовать Google форму. Я вам уже рассказывала, что у нас есть сайт «Маленькая страна», где мы ставим, так, сейчас покажу, где мы ставим задания. Подождите. Где мы ставим задания. Не загружается. Вкладка Chrome. И они отправляют... Так, уважаемые коллеги, Мария, вы завершили свое выступление, потому что видео от вас выключилось, и не совсем понятно, завершили вы выступление или нет. Вот, все, теперь включилось. У меня красная выходила на экран, розовенькая такая, то что-то там не то. Что у вас не получается, еще раз подскажите? Там выходила, я включала видео, выходила на окно, красненькая такая штучка. Хорошо, сейчас вы будете продолжать, да? Ну, продолжать, но у меня на экран ничего не выходит почему-то. Вот оно загружается, то, что я рабочий стол хочу показать, оно не выходит. Демонстрация экрана не получается. Да. Угу. Очень странно. Да, она крутится, а дальше не идет. Так, подождите, вроде бы вот начинает. Так, а там никто другой не начал, да? Ну, пока нет. Следующий участник у нас Наталья Тарасова. Хорошо, ну давайте, мне так рассказывать тогда придется, да, или как? Не знаю. Давайте я чуть-чуть расскажу. Все, одно у меня открывается, и хорошо. Давайте. Хорошо, окей, спасибо. Итак, все, начинаю, продолжаю дальше рассказывать. Значит, в связи с тем, что я не могу показать вам то, что хотела, я буду рассказывать уже, как можно работать с детьми именно онлайн. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вы видите сейчас перед собой программу, которая создана для интерактивных досок. Вот те учителя, которые работают с интерактивными презентациями, я вот называю это как копилочку собирали, да, даже взять, если тот же PowerPoint. Вот это EasyTeach. Это легко учителю, есть для смартовских досок, для любой доски, они очень хорошо помогали вот этот месяц нам работать. Есть прекрасный сервис, к сожалению, не могу вам показать, но наберите себе, прямо запишите, Google Globus. Google Globus очень хорошая. Запустить приложение, это работа по окружающему миру просто великолепная, потому что вы там можете найти любой материк, можете найти любую страну, прямо вот крутят дети, любой проект вместе совместно создать. И что я очень люблю показывать детям постоянно, часто очень, да, что у нас есть Россия, а вот мы кусочек этой республики Коми, да, потом мы приземляемся в Сыктывкар, вот эту Сысолу, которая впадает в Ичигру, то есть вот эти вещи тоже можно неплохо проработать. У кого-то такие темы. Google Globus. Дальше такой хороший сервис, как Learning Apps, но, к сожалению, с дистанционным обучением он стал тоже не справляться. То есть он не всегда работает, но на уроках их можно использовать. Чем хороши любые интерактивные программы? Во-первых, мы все сейчас, многие столкнулись с тем, что дети оказались один на один с тем, что изучают приемы письменных вычислений. Родители, к сожалению, не всегда понимают, почему мы
с вами заставляем вот эти клеточки, чтобы число было в клеточке, циферка была в клеточке. А вот здесь мы учим детей, и вот, естественно, как они их научат? Они их научат как попало. Здесь мы можем и клеточки поставить, и написать что-то вместе с ними. В Zoom, кстати, дети сами работают на доске, мы передаем им управление, и они работают, комментируют, и, соответственно, вы проставляете им отметки. Кроме этого, мы можем работать с любым сервисом, посмотрите, интерактивным, с любым инструментом, проработать какие-то темы. Так. Это в любой программе есть какие-то интерактивные, интересные вещи. Да? Начертить отрезок, да, с какой-то линейкой, показать ему, как это. Работа с часами, работа с циркулем, работа с числом, работа с разрядами. То есть очень много чего, что мы можем отработать именно в программах для интерактивных досок. Те, которые нам создавали, вот то долгое время, к которому мы шли, все вот про ГОСы новые говорили, да, новые стандарты, что ребенок должен быть готов к любой ситуации. Вот мы дождались, видимо, этой ситуации. Оказалось, что и нам надо быть тоже готовым к любой ситуации. Вот мы часто, например, ну не часто, а вот с некоторыми детьми, да, кто не понимает, например, время, они сами мне показывают, мы можем отрабатывать различные, ну это вот как один из вариантов, да, самое простое, что я вам сейчас достала, что может быть. У Smart Notebook очень хорошие есть сервисы для того, чтобы минимум потратить время на подготовку к уроку, потому что мы сами понимаем всегда, да, что мы с какой-то изюминкой, там кто-то за экраном, бабушка, дедушка, вдруг там мама, папа, да, будут, да, ну вот где-то такие вещи должны быть. Дети, конечно, очень благодарны, и они с таким удовольствием встречаются. Мы ведем уроки из дома, и всякое бывает. У меня бывает ремонт, а соседи начинают ремонт. Говорю, дети, давайте мы с вами попозже встретимся. Нет, Мария Александровна, давайте мы просто будем ушки прикрывать, но урок будем вести. Им это все очень нравится. Поэтому мы до конца, до самого конца, каждый день встречались. Ни одного урока у нас не было, пришлите что-то, у нас все были онлайн-уроки. И в конце они мне сделали такой замечательный сюрприз. Песенкой, с плакатами, с родителями вместе. Это было, ну, очень здорово, очень хорошо, поэтому, ну, готовы. Я считаю, что вот мы готовы уже к тому, что если еще раз когда-нибудь будет карантин, мы надеемся, что уже 1 сентября мы все пойдем с цветами, и все будет хорошо к нашим учителям, и наши дети к нам прибегут, как в соцсетях говорят, да, в припрыжечку, с улыбочкой, обниматься будут, без масок, все будет хорошо. Но вот такой опыт, когда мы не оставляем детей один на один, тем, что вот надо изучить такие темы, а темы очень серьезные. В 3 классе они очень серьезные. В каждом классе они серьезные. Поэтому как можно больше за лето я тоже желаю всем учителям очень хорошо отдохнуть. Как-то настроить себя внутренне на то, что ну, мы же приходим каждый день, из года в год приходим к детям с этими же уроками. Но вот где-то все равно надо помочь, мы их всех очень любим. Открыть Zoom, Skype, Google Meet сейчас уже тоже будет, я тоже смотрела ее, там попроще. Так. Я, наверное, отключалась, когда... Так. Я, наверное, отключалась, когда... переключала что-то. В общем, чтобы больше не было вот таких проблем, желаю вам набраться терпения, принять ситуацию и подучиться, если что-то не получалось, да, чтобы все у детей и у вас было хорошо. К сожалению, не все удалось показать. Ну, покажут другие тоже учителя. То, что надо быть готовыми к сбоям, это надо спокойно все принимать. Просто спокойно. Как на любом уроке. Может листочек упасть, доска упасть, все что угодно может. Так и здесь. Везде есть свои сбои. Всего доброго. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня слышно?
Спасибо большое за обратную связь. Вы, пожалуйста, меня поправляйте, если меня не будет слышно или видно. Еще раз добрый вечер. С вами на связи я, Маркова Наталья Тарасовна, учитель начальных классов школы номер 36 города Сыктывкара. Сегодня я бы хотела поделиться уже наработанным опытом дистанционной работы. Эта работа, она не уйдет с уходом этой пандемии. Дистанционное обучение важно нам, оно останется и во время активированных дней, и во время карантинных, этих недельных карантинов. Оно нужно детям с ограниченными возможностями. Это важно, и то, что мы окунулись в эту работу, это очень хорошо. Нет, моя презентация, вы немножечко не там. Перейдите на второй слайд, на следующий слайд. Вот такая вот работа, дистанционная работа. Меня хорошо слышно? Да, Наталья Тарасовна, у вас, может быть, немножко тормозит интернет. Не, звук хороший, просто картинка сильно тормозит. Может быть, вам оставить только, вот как у меня, только звук, чтобы не сильно нагружать ваш интернет-канал. Тогда, может быть, будет стабильнее работать, потому что иногда пару раз у вас пропадала картинка. Презентацию листал не я, кто-то из других участников, модераторов. Не листайте, пожалуйста, презентацию. Меня не слышно. Наталья Тарасовна, вас слышно хорошо. Угу. Так, Наталья Тарасовна, у вас есть возможность самой листать презентацию? У вас есть кнопки? Вы скажите, пожалуйста, меня слышно? Да, вас слышно. Спасибо большое. Вот в этой обратной связи и вся прелесть дистанционного обучения. Дистанционное обучение вообще накладывает на обучение жесткие дополнительные и ограничения. Во-первых, это сокращенное время уроков. А во-вторых, вот в связи с такой связью максимальная алгоритмизация всех действий учителя и ученика. И, естественно, сложно сконцентрировать внимание как ученику, так и учителю. Ну, для проведения уроков требуется, во-первых, техника, наличие связи и дополнительные инструменты. Говоря о технике, я говорю не только о компьютере или телефоне. Мы с детьми переходили вот на такой кнопочный телефон. И было очень все прекрасно. Как мы организовывали работу? Мы работали и индивидуально. Все-таки для некоторых детей нужны были дополнительные консультации. Была организована групповая работа и работа в парах. И чтобы не потерять качество обучения, мы должны были и слышать друг друга, и видеть друг друга, и понимать друг друга. Следующий, пожалуйста, слайд. Наталья Тарасовна, у вас, по-моему, очень медленно работает интернет, и если есть возможность, давайте тогда оставим только звук. Вам нужно нажать на кнопочку в виде микрофона, чтобы участвовать в вебинаре без видео, для того, чтобы постабильнее все работало. Нажмите, пожалуйста, только кнопочку в виде микрофона. Наталья Тарасовна.
Наталья Тарасовна, у вас пропало видео, мы вас не видим и не слышим. Запустите по новой, пожалуйста, видео. Либо просто звук. Просто нажмите значок микрофон. Сейчас, уважаемые участники, сейчас я пробую дозвониться до спикера. Буквально 1 минутку. Алло. Я перезагрузила экран. А меня слышно там? Звук слышен, я теперь сейчас, у меня хорошо динамики работают. Без видео я просто динамики сделала, включила. Вы не слышно, да? Еще. Я знаю, микрофон я включила, у меня он идет. Звук пишут есть, видео нет. Видео я отключила, чтобы не было никаких помех. А звук... Вы еще мне презентацию не туда поставили. Уважаемые слушатели, дорогие мои коллеги, вы меня слышите? Вы меня слышите? Здесь поставлен опять мой урок. Это фрагмент урока, когда мы с детьми просто отпускали свои экраны и отрабатывали технику деления. Получится 4. Получится 4. 4 умножить на 3 получится 12. Значит 12. 12 отнять. Меня слышно? Мне можно продолжать или мне не, или меня совсем не слышно? Александр, меня слышно или нет? Спасибо большое. Если вдруг не слышно будет, вы мне сразу сигнализируете. Если слышно, все очень хорошо. Я попробую работать без видео. Итак, на своих уроках мы с детьми пользовались разными инструментами. Для чего? Для того, чтобы подстраховать себя в разных случаях. Если у ребенка нет связи, он может посмотреть урок в записи. Если он подключился поздно, иногда бывает, что и по 3, по 4 раза дети подключались, они включались в урок, и пропущенный материал они уже смотрели на виртуальных досках. Они тоже могут сохранять свои материалы. Итак, можно следующий слайд?
Можно следующий слайд. Так очень много хотелось рассказать и показать, но вот. Спасибо большое. Если меня слышно, я продолжу. Организация учебных занятий происходит через WhatsApp, Viber, Skype, Zoom, комнату. Они могут обеспечить видеосвязь. Но если Viber не установить на компьютер, то мы не сможем показать экран. Но как мы выходили в этом случае? В этом случае мы переводили звонок на компьютер и также общались с детьми. Skype удобен тем, что в нем можно организовать собрание одной ссылкой, пригласить весь класс. Но он постоянно перезагружается, и вследствие чего происходит пропадание звука, изображения, а это не всегда удобно. Меня слышно? Опять пишите тишина. Слышно, да? Спасибо большое. Особенно с маленькими детьми, которые не просто должны видеть нас и слышать нас, но они еще копируют наше звукопроизношение. А когда в скайпе изображение отстает от звука, это не очень приятно. Следующий слайд, пожалуйста. Чем же отличается Zoom-комната? Следующий слайд, пожалуйста. Zoom-комната в первую очередь отличается тем, что это хорошая связь, но и это безопасность. В Zoom-комнате есть зал ожидания. Вы можете сами управлять, кому можно зайти на урок, а кого удалить. Кому можно записывать урок, а кому нет. Также вы можете сами включить и выключить звук у присутствующих. Дальше в Zoom-комнате мне очень нравятся сессионные залы. Они нужны для групповой работы, когда надо разделить класс и контролировать каждую группу по отдельности. Группы друг друга слышать не будут, пока идет работа над документами. А вот затем, когда мы собираемся вместе и обсуждаем их выступления, тут уже мы все друг друга слышим. Дальше, отличие с Zoom-комнаты. Для записи урока не нужен собеседник, как в Skype, Viber или WhatsApp. Дальше мне нравится встроенная доска. Это встроенная доска, следующий слайд, пожалуйста, может превратиться в обычную классную доску. Только вместо мела будет мышка или карандаш графический, который можно передавать ребенку во время уроков. Вот под циферкой 1 доска вебинарная, а под циферкой 2 совместное использование показывается. Следующий слайд. И также в Zoom-комнате, или как дети уже привыкли называть, Zoom-конференциях, очень большой выбор демонстрации инструмента. Вообще, Zoom-комната позволяет любой документ сделать интерактивным. На любом документе, который открыт на вашем рабочем столе, и на него предоставлена совместная доступ ребенку, можно работать совместно с учениками на этих документах, будь то презентация, будь то простой вордовский документ. Дальше, пожалуйста.
Будем так, без ссылок. Обмен учебными материалами происходил у нас и будет происходить посредством Google диска. Там есть папка «Специально дистанционное обучение», группы ВКонтакте и Google Class. Почему, вы спросите, так много? Да потому что мы должны подстраховать не только себя, но самое главное, мы должны подстраховать детей. Кому-то нужен Google Class, и они могут дополнительно заниматься. У кого-то нет доступа к Google Chrome, но есть всегда доступ ВКонтакте, где они могут посмотреть дополнительно урок. Следующий слайд. Но для того, чтобы предоставить доступ для совместной работы, нужно скинуть ссылку. Мы пользовались, ссылку скидывали в чате или в группе ВКонтакте. Следующий слайд. Эту ссылку можно скинуть как для редактирования, так и для просто просмотра. Для совместной работы и для контроля, особенно для контроля учебного материала, усвоения учебного материала, я использовала Google формы. Чем они интересны, сейчас открою. Google формы интересны тем, что здесь автоматически, когда ребенок заполняет эти Google тесты, обработанные ответы поступают в Google таблицу. Следующий слайд. Google формы позволяют отслеживать не только статистику по всему классу, то есть мы видим, какие вопросы западают, Меня слышно? Хорошо, спасибо. Мы можем видеть статистику по всему классу, но мы также можем видеть статистику по одному учащемуся. То есть мы можем посмотреть, где ребенок допустил конкретную ошибку. Следующий слайд. Этот инструмент, следующий слайд, можно, пожалуйста? Так, этот инструмент еще интересен и вот чем. Когда нам нужно, да, действительно, Google – это палочка-выручалочка. Google формы нам нужны еще и при работе с родителями. Иногда бывает так, что вчера нам нужно было собрать заявление, а мы на дистанционном обучении, и родителей нет рядом. Также родители, заполняя тесты, фотографируют файлы с заявлением, заполняют, прикрепляют в тест. Дальше все эти ссылки собираются в одной и той же таблице, но самое главное, чудесным образом все заявления собираются в этой прикрепленной папочке. Эта папка формируется независимо от меня. Она сама по себе заполняется. Следующий слайд. Так мы можем использовать вот эти Google формы в совместной работе и с родителями, и с детьми. Также нам понравилось работать с Google презентациями. Самое главное – научить с этой презентацией работать и дать совместный доступ. Здесь это была палочка-выручалочка в составлении проектов. То есть ребенок должен поначалу, ребенок должен был найти свою фамилию, вставить рисунок или свою картинку. Данная презентация шла по окружающей. А сейчас меня слышно?
Извините, меня слышно или нет? Александр, меня не слышно. Все меня слышно? Да, сейчас слышно. Пропадает у вас, Да, да, нет. очень слабый Хорошо. голос. Пропадает. Александр, что? У вас немножко не хватает скорости интернета, у вас пропадает периодически от вас сигнал. Так, я уже подстраховалась, интернет у меня летает. Можно следующий слайд? Да, конечно. Итак, я уже говорила, что очень нам понравилось работать с Google презентациями, как родителям, так и детям. Дети научились вставлять туда рисунки и писать сочинения, также прикреплять в эти презентации. На уроках мы пользовались еще Google рисунками. Они удобны лишь только тем, что здесь очень хорошо можно чертить ребенку чертежи. Вот данный слайд, данная картинка, это скриншот урока, когда мы разбирали задачу на скорость. Но на Google рисунках писать неудобно, очень сложно. Не только взрослому, но и ребенку. Дальше, следующий слайд. Сейчас самым любимым и самым... Так, проскочили. Здесь должны быть уроки. Дальше прокручивайте, видимо, исчезло. Здесь должны быть ссылки на уроки. Вот интерактивная доска мира. Доска. Она удобна тем, что она бесконечная. Здесь можно собрать несколько уроков, но детям больше понравилась Google доска. Следующий слайд. Попробуем найти эту Google доску. Google доску. Google доска, она проста в использовании. И ей можно пользоваться и как на компьютере, и на телефоне. Ну вот сегодня я хотела еще показать вам небольшой урок, как совместили мы с детьми все эти доступы, Google презентации, совместную работу, самостоятельную работу, как мы проверяли. По ссылке, которую я отправила, вы можете посмотреть этот урок. Спасибо вам всем за терпение, за обратную связь. И вы сейчас увидели сами, что без обратной связи дистанционное обучение просто не может существовать. Спасибо вам за внимание и здоровья вам всем. До свидания. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые.